многократность бытия, по сути многоликость, познание собственного «я», вещей разновеликость. Какая бездна человек, тревога и сомнения, движение из тьмы на свет, тлен, прах и вновь стремление жить и все беды превозмочь, одолевая выси. И снова день, и снова ночь, и мысли, мысли, мысли. Вениамин Смирнов. Здравствуйте! И вновь в эфире «Отрицание отрицания». В создании программы часто неоценимую помощь оказывали нам сотрудники Национального музея Республики Коми. А сейчас сам музей, а точнее одно из его зданий, что находится в Сыктывкаре по улице Орджоникидзе, 2, нуждается в помощи. Указом главы республики от 1 февраля этого года музей включен в свод особо ценных объектов культурного достояния и наследия народа Республики Коми. Об истории этого уникального дома вы узнаете, посмотрев нашу программу. И еще вас ждет встреча с талантливым врачом, неврологом Вячеславом Юрьевичем Сахаровым. Вы получите уникальную возможность, сидя у экрана ваших телевизоров, получить советы и рекомендации специалиста по профилактике заболеваний, которые в наше достаточно сложное время вышли на первое место в ряду других. Вы сможете убедиться в том, что наше здоровье во многом зависит от нас самих. И в завершении нашей программы мы познакомим вас с жизнерадостной, очень оптимистичной женщиной Валентиной Александровной Соловьевой, которая любезно пригласила нас в свой домашний музей. Мы с вами в здании, которое, наверное, знает любой житель нашего города Сыктывкара. Это старейший каменный дом в нашем городе, которому почти 200 лет. Все привыкли звать его дом Суханова. Надо сказать, что Сухановы – это семейство уникальное, известное с начала 17 века, здесь еще в погосте Усть-Сысольск. Они еще в 1723 году стали купцами, были приписаны к Яринскому купечеству, потому что Усть-Сысольск не был городом. Это было одно из богатейших семейств Коми-края. Когда академик Лепехин в 70-е годы XVIII века посетил Коми-край, он писал о Сухановых как о зырянских князьках. Все принадлежит здесь Сухановым. И надо сказать, что наш город Сыктывкар во многом обязан своему рождению как городу именно купцам Сухановым. По крайней мере, акт образования города происходил в их доме, но не в этом доме. Они богатели на хлебной торговле, они скупали меха, перепродавали их, поставляли рыбу, одним словом, вели активнейшую торговую деятельность. К концу XVIII века семейство маленько обеднело, но как раз вот в начале XIX века наступает расцвет этой семьи. Два представителя ее переходят в купеческое сословие второй гильдии. По тем временам это очень крупные купцы, они объявляли капитал в 20 тысяч рублей. Вот как раз расцвет этого семейства приходится на 1801-1821 годы. И вот что характерно, именно в это время, вероятно, им и приходит в голову построить в Усть-Сысольске каменный дом. И такие дома появляются, даже два. Это первые каменные дома нашего города. В одном из них мы с вами находимся, а второй, который находился на месте современного Министерства внутренних дел, к сожалению, не дожил до наших дней. Почему эти дома уникальны? Представьте себе двухэтажный кирпичный особняк со множеством комнат. Такой особняк и сегодня-то построить
недешево обойдется даже для новых русских. А вы представьте, что мы с вами в начале XIX века. Разрешение на постройку этого дома было дано в 801 году, а построен он где-то был около 1812 года, по крайней мере, в 1815 он уже числился построенным. Все дома деревянные. Знаете, строительство такого кирпичного дома – это была целая эпопея. Ну вот самый простой вопрос – где взять кирпич? Сегодня ответ элементарен – купить. Купить-то негде было. Кирпичного завода и кирпичного производства не было. Чтобы построить кирпичный дом, надо было заводить специально для этого дома кирпичный завод. Чтобы наизготовлять на нем нужное число кирпичей, 2-3 года работали, иногда больше, потом из этих кирпичей складывать дом. Сухановы сложили этот особняк, который поражал весь город. Возникла вторая элементарная проблема. Как сделать двери, переплеты для окон? Вроде бы, элементарно. Но, как выяснилось, никто в Усть-Сысольске этого делать не мог. Здесь местные жители привыкли делать маленькие окошечки для крестьянских домов и двери. 4 доски, сколоченные на петлях. Пришлось Сухановым нанимать столяров в Сольвычегодске, привозить их сюда, чтобы они сделали столярную работу, скажем так. Одним словом, особняк Сухановых в начале XIX века был такой же диковинкой, как сегодня, не знаю, какой-нибудь огромный собор или там Диснейленд для местных усть-сысольцев. И очень долго это оставался одним из немногих кирпичных зданий города. Но, видать, Сухановы переоценили свои финансовые возможности. Именно с 21 года, с 1821 года, их дела идут на спад. Вообще, у меня есть сильнейшее подозрение, что их финансовое благополучие подорвали эти грандиозные по тем временам постройки. Они очень много денег требовали, подобное строительство. Сухановы переходят в разряд мещан, то есть перестают заниматься торговой деятельностью, пока, наконец, в 1850 году у этого здания начинается новая судьба. В 1850 году потомки Сухановых продали этот дом за 2280 рублей, по тем временам очень большие деньги, городу. И сюда переехало уездное училище, и дом стал служить делу народного просвещения. А училище это было непростое, в то время это была лучшая школа города. Она была еще молодая, училище в 1840 году организовано. Это была, скажем так, хорошая начальная школа по тем временам, трехклассная, с 6-летним образованием, где работали, кстати говоря, очень хорошие учителя. Вот Евгений Кичин, например, он преподавал вот в этих классах. Очень хороший учитель, известный краевед. Он написал массу статей интереснейших в то время об истории Усть-Сысольска. Они опубликованы в Вологодских губернских ведомостях. Или учитель Михайлов, который написал первую историю села Усть-Вымь Пермской епархии. Или флегель Арсеньев, он тоже работал здесь. Около 100 лет это здание слышало детские голоса, здесь была школа. В 1885 году училище стало называться городским, в 1912 высшим начальным училищем. Она выпустила сотни учеников и в таком именно виде дожила до советской власти, до начала 20 века. Между прочим, еще в начале 20 века учитель Ползунов, тоже работавший в этом же училище, написал о нем книгу. Эта книга уникальная, это единственная книга о школе в Коми-крае дореволюционная. Так называлась «История Усть-Сысольского городского училища». И тогда он отмечал, что это здание требует ремонта. Балки прогнили, потолки подпираются столбами, чтобы они не упали. Прошло с тех пор почти 100 лет, и можно цитировать книгу Ползунова один к одному по отношению к этому зданию. Ибо в начале 20 века у него начинается третья жизнь. В 1924 году здание было передано молодому Коми областному музею.
Именно в 1924 году он и получил статус областного. И вот с тех пор, с 1924 года, этот дом все сыктывкарцы знают как дом-музей. Как сюда приводили в отдел природы своих детишек папы и мамы, наверное, лет 20 или 30. Здесь был отдел истории. Потом здесь располагались фонды, богатейшие, уникальные фонды нашего музея, который с 1994 года именуется Национальный музей Республики Коми. Фонды, которым нет цены. Это наше материализованное прошлое, наша история. Сейчас вы видите, в каком состоянии находится это здание. По иронии судьбы, этот памятник, которому почти 200 лет, несколько месяцев назад, как и весь Национальный музей, объявлен национальным достоянием Республики Коми. К сожалению, если сейчас не спасти это здание, то национального достояния, по крайней мере, в этой его части, у нас скоро не будет. И я не могу сказать, будет ли у этого дома еще дальнейшая славная история, связанная со служением культуры нашего края. Сегодня герой рубрики «Что человеку надо» врач-невролог Вячеслав Юрьевич Сахаров. Как правило, в нашей программе мы знакомим вас с людьми творческих профессий, художниками, поэтами, музыкантами. Но природа творчества, на мой взгляд, не определяется принадлежностью к той или иной специальности. Скорее, все зависит от отношения человека к своему делу. Те, кто знаком с доктором Сахаровым, согласятся со мной, что он человек творческий. Более того, сам Вячеслав Юрьевич считает, что его работа сродни работе артиста. Кстати, вот моя самая первая профессия – это артист. Я очень хотел быть артистом. Я закончил музыкальную школу. По какому классу? Фортепиано. Понятно. Вот, неплохо пою. И, в принципе, собирался поступать в консерваторию даже. Вот. Но все-таки я считаю, что профессия медика вот это все-таки победила. Вот. Но, в принципе, я думаю, что врачу, доктору надо быть артистом обязательно. Я думаю, что эти две специальности, врач и актер, я думаю, что они очень тесно переплетаются. Вот. И приходится быть артистом. И поэтому я нисколько не разочарован, что стал врачом. И могу сочетать вот две эти специальности. А каким образом вы сочетаете? Ну, это сложный вопрос. И все-таки, если не секрет. Это секрет. Секрет? Да. Ну, я вообще догадываюсь. К примеру, может такая быть ситуация, что человек смертельно болен, а вы должны сделать вид, что у него все окей. Скрыть от него настоящее положение дел, если оно безнадежно, например. Понимаете, бывают всякие ситуации, действительно вы правы. Может быть, здесь да. Но, как правило, я не знаю, это мое личное мнение. Я, пациент, который поступает ко мне на обследование, на лечение, я стараюсь все-таки ему рассказать все о нем. И стараюсь не скрывать во имя же самого пациента. Ну, бывают, да, ситуации, когда действительно приходится
скажем так, заниматься артистизмом. Вот, но это бывает очень редко. Я человек открытый, и все-таки мое мнение такое, что все-таки надо быть более к людям открытым. Бывает, что больному становится легче лишь от визита к нему врача. Вячеслав Сахаров именно такой врач. И хотя он сравнительно молод, коллеги и пациенты относятся к нему с большим уважением. Родился и вырос Вячеслав в Сыктывкаре. На этой фотографии запечатлены его первые шаги. В семейном альбоме много фотографий, где Слава выступает. Сахаров вспоминает, что в детстве был у них даже свой домашний театр, на представление которого приглашались родственники и соседи. В школе Вячеслав играл на клавишных в вокально-инструментальном ансамбле. И все-таки профессия врача одержала верх над профессией артиста. Быть может, причиной тому было и то, что многие его родственники – медицинские работники. Можно по праву сказать, что Вячеслав Сахаров из династии медиков. Его мать, Фрида Ивановна, известный в республике Коми врач-невропатолог, имеет звание заслуженного. Отец Юрий Михайлович – рентгентехник, отличник здравоохранения. И хотя Вячеслав считает, что со стороны родителей не было никакого давления на выбор его профессии, но после окончания школы он пошел работать в больницу. Прошел путь от санитара до врача. Закончив с отличием Сыктывкарское медицинское училище, работал на станции скорой помощи. Затем также с отличием защитил диплом в Ижевском государственном медицинском институте. Сейчас Вячеслав Юрьевич – старший ординатор неврологического отделения Коми республиканской больницы. О себе, как свойственно людям скромным, рассказывать не любит, но зато о своей работе, которой он страстно увлечен, готов, по его словам, говорить сутками. Вы знаете, в каждые времена были различные вспышки различных заболеваний. И на сегодняшний день, конечно, на первом месте стоит смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Это инсульты, инфаркты. И я считаю, что это связано с тем, что все-таки та вот атмосфера психологическая, которая стоит не только, в общем-то, у нас в стране, но во всем мире, вот, дает отпечаток. И вследствие этого возникают вот различные, развивается гипертоническая болезнь, которая является, кстати, проявлением невроза. Отсюда возникают инсульты, инфаркты. Ишемическая болезнь сердца – это ухудшение, нарушение питания сердца в результате спазма коронарных сосудов, сосудов, которые кровоснабжают сердце. Это раннее развитие атеросклероза. Кстати, атеросклероз тоже доказано имеет наследственную предрасположенность к развитию. На втором месте стоят все-таки это онкологические заболевания. Смертность от опухолевых заболеваний различных органов. Но наиболее часто встречаются в последнее время это опухоли желудочно-кишечного тракта, заболевания легких, заболевания крови. Вот, пожалуй, вот основные вот это группа заболеваний. А впоследствии, в общем-то, идут другие заболевания, ну, там уже процент поменьше. Из неврологических заболеваний, если мы возьмем, наиболее часто встречаются, в общем-то, на первом месте это заболевания, связанные с поражением позвоночника, это так называемые остеохондрозы, и заболевания периферической нервности, то есть заболевания, поражения нервов, так называемые невриты. Далее это сосудистые заболевания, это инсульты. На третьем месте вышли заболевания воспалительные, которые, как раз вот я говорил, рассеянный склероз, энцефалиты, которые, в общем-то, мы заметили связь с экологией и снижением иммунитета, то есть снижение защитных сил организма человека. Вот. Ну и отсюда вот и вывод такой, что заболевания не только неврологические, но и все, в общем-то, видите, тоже зависят от защитных сил организма самого человека, самого индивидуума. Если говорить о причинах, ну, скажем, не только неврологических заболеваний, а вообще в целом заболеваний, то на сегодняшний день я думаю, что
повинна в развитии заболеваний всех, это наша экология, то есть та атмосфера, внешняя среда, в которой мы обитаем с вами, в которой обитает человек. Работая в неврологическом отделении республиканской больницы, в общем-то, в последнее время участились случаи таких неврологических заболеваний, как рассеянный склероз, где четко определена, скорее всего, на первом месте экологическая причина возникновения этих заболеваний. Мы четко заметили, что больные, которые поступают к нам в отделение, это в основном жители средних районов Республики Коми, то есть это Инта, Вуктыл, Усинск, Ухта. Далее, я считаю, что в причине возникновения заболеваний лежит и наследственная какая-то предрасположенность. То есть с генами отца и матери, которые, в общем-то, если они болели какими-то заболеваниями, значит, передаются те гены, которые, в общем-то, могут вызвать развитие этого заболевания и у ребенка. Существует такое мнение, что если человек ведет правильный, здоровый образ жизни, не курит, не выпивает, не злоупотребляет алкоголем, значит, он ни в коей мере не перенесет нарушение мозгового кровообращения. А те люди, которые курят и злоупотребляют, они обязательно перенесут это серьезное неврологическое заболевание. Но, в общем-то, практика показывает то, что, в общем-то, и у людей, ведущих здоровый образ жизни, также, в общем-то, встречаются инсульты. Правда, конечно, с меньшей частотой, но, в общем-то, как говорится, что на роду написано, если действительно наследственность здесь сыграла какую-то роль, вот, то здесь, конечно, уже неминуемо. И бывают у людей, у которых образуется с рождения мальформация, так мы называем, изменение сосудистой стенки сосудов головного мозга, которое может излиться, наступить разрыв аневризмы сосудистой при любой физической нагрузке и в 30 лет, и в 25 лет, и в 40 лет. И эту практику мы имеем. То есть и ничего сделать нельзя, как вы думаете? Значит, всегда первым признаком развития вообще пациентов, людей, скажем так, которых беспокоит головная боль, он должен быть обследован у терапевта с целью исключения какого-то соматического заболевания, которое тоже может приводить к развитию головной боли. И он должен быть осмотрен невропатологом, проведены ряд дополнительных методов исследования с целью выявления каких-то органических изменений в сосудах головного мозга и в самом головном мозге. Вот эти аневризмы, вот эти врожденные выпячивания стенок сосудов, или какие-то другие органические заболевания, объемное образование, как мы называем, опухоли и так далее, кисты, которые также могут приводить к развитию, в общем-то, различных неврологических заболеваний, не только инсультов. То есть все-таки человек должен как бы сам о себе побеспокоиться и заранее провести какую-то диагностику? Да, диагностику обязательно, и условия для этого все есть. Угу. А, наверное, еще, я так думаю, я как дилетант, конечно, я очень далека от медицины, наверное, очень много зависит еще и от той атмосферы, которая окружает человека, я имею в виду психологической атмосферы, которая царит на работе, в кругу семьи, в стране в целом, да? И без сомнения, вот это я как раз хотел назвать и третьим фактором, который ведет к развитию заболеваний, и они могут быть как первичными заболеваниями, вот эти вот, как называете, психоэмоциональные вот эти перегрузки, вот, и могут быть сопутствующим фоном на фоне вот какого-то органического заболевания. Эти заболевания, вы прекрасно, думаю, может быть, и знаете или слышали, называются неврозы. Это функциональное расстройство нервной системы, которые, в общем-то, тоже дополнительно отягощают течение любого соматического и либо неврологического заболевания. Вот. Поэтому, наверное, надо создавать такую благоприятную среду, что ли, да? И у себя дома стараться. Это совершенно верно. И, в принципе, и на работе. Но, как вы сами сказали, в общественных местах, да? Ну, как вы сами сказали, что, в общем-то, действительно, жизнь у нас ведь не течет только белой полосой. Как говорится, наша жизнь черная-белая, черная-белая. И у каждого человека в жизни бывают приятные моменты, неприятные моменты. Ну, конечно, больше, я думаю, все-таки приятных моментов. Вот.
И так или иначе, если наступают вот эти вот срывы, так называемые, значит, психоэмоциональные перегрузки, то здесь, конечно, надо проводить какое-то эмоциональной разгрузки тогда. Существует, конечно, различные всяких способов, которые, в общем-то, они могут как-то снимать вот эти психоэмоциональные перегрузки, вот эти срывы нервные. Вот. Ну, в общем-то, на первом месте я считаю, что все-таки это исповедь. В общем-то, есть латинское такое изречение одно, что, дословно не помню, «изольешь душу, станет легче». Ну, это, думаю, известное изречение. В общем-то, и в старину, в Древней Греции, в Риме, там, в принципе, в общем-то, врачи, одно из первых методов лечения, они как раз рекомендовали сходить в церковь и излить, ну, в мечеть, или там раньше-то что было, излить душу. Вы посоветовали ходить в церковь на исповедь. Но ведь есть люди неверующие. Таким, ну, скажем, слушателям, что ли, может быть близкий друг. В данном случае я подразумевал, конечно же, не только церковь, где куда можно сходить, поставить свечку, исповедаться. Конечно же, этим собеседником может стать и близкий друг, жена, там, близкий, знакомый, хороший. Вот. Но только хороший, потому что исповедь действительно это, в общем-то, в полном смысле какой-то сокровенный разговор о наболевших проблемах, потому что, может быть, тот собеседник, который будет слушать вашу исповедь, он может чем-то вам помочь и дать какой-то дельный совет. А может человек просто вылить, ну, скажем так, свою душу, что ли, излить свою душу на бумаге? Это может быть просто его дневник. Ради Бога, пожалуйста. В принципе, раньше, если вы помните, в русских романах, возьмите там Анна Каренина, Льва Толстого, «Война и мир», значит, все они вели дневники барышни, скажем так, да. Тем самым тоже, в общем-то, снимался груз, тяжесть сердца, и им становилось легче. Далее хорошо раскрепощает и расслабляет музыка. Я сам занимаюсь музыкой. Бывает трудный момент у каждого человека, у меня в том числе. Я сажусь или сам за фортепиано, или включаю музыку, любую, там, медленную, быструю. Вот. Главное, чтобы было, как говорится, уху приятно. И, в общем-то, тоже оно снимает вот такое напряжение, расслабляет. Вот. Ну что, ну, хобби какое-то тоже, как-то, чтобы отвлечься, да, переключиться. Ну, вот, там, занятия спортом, там, на лыжах и так далее. Ну, секс, в конце концов, тоже, в общем-то, он, я думаю, что благоприятно окажет полезное действие, чтобы развеяться. Но ни песни, ни музыка, ни хобби ничего не облегчает душу, как слезы. Виктор Гюго писал, что слеза что-то нечто смывает и облегчает душу. Поэтому, в общем-то, мы не рекомендуем, конечно, людям, которые перенесли какую-то неудачу, рыдать, но поплачьте, вам станет легче, я уверен. Вот я не знаю, у меня сейчас родилась одна мысль, подтвердите ее или опровергните. Сострадание. Когда мы страдаем чужому горю, или несчастью, или беде, и невольно на глаза наворачиваются слезы. Предположим, я кому-то сострадаю, да? И тем самым я себя лечу, значит, получается, таким образом. Да, получается, что таким образом. И еще вот я вспомнил одну деталь. В общем-то, оказывается, диета тоже влияет на настроение и входит в комплекс такого, скажем так, психического благополучия. В общем, давно было замечено американскими учеными, потом впоследствии подтверждались исследования нашими учеными, что, в общем-то, людям, которые испытывают стресс, какое-то невротическое состояние, неврозы, функциональное расстройство, в общем-то, рекомендовано ограничить углеводистую пищу и в основном нажимать на жиры, в основном растительного происхождения, и на белки. В общем-то, ну и таким больным, у которых имеется
вот такие повышенные стрессовые, различные вот психологические нагрузки, физические нагрузки. В общем-то, рекомендуют вот такую диету с низким содержанием углеводов и с высоким содержанием белков и жиров. Потом раздельное питание, сейчас тоже методика существует раздельного питания. В общем-то, есть рациональное зерно в этом. Вот. Но лично я сторонник того, что я предпочитаю употреблять в пищу все, ну, в определенных количествах, в определенном достатке. Вот. А вот вы лично как снимаете стресс? Кроме того, что вот вы слушаете музыку, ведь у вас очень тяжелая работа. Вот вы приходите домой, первое, что вы делаете? Ну, вы знаете, в общем-то, я же вам сказал, чтобы снять какую-то нагрузку, надо переключиться. То есть мы говорили с вами, это и музыка, там даже это хобби какое-то, там это спорт, там, или еще что-то, да. Я прихожу домой, и меня, конечно, разгружают от всех психологических нагрузок, это мои дети. Вот. И поэтому я прихожу, я, конечно, тут же забываю о всех своих неприятностях, о всех своих невзгодах, проблемах. Которые на работе, да? Да, и в принципе, в общем-то, полностью поглощаюсь вот в семью. Здесь, конечно, вот они, скажем, меня спасают. Дети ваши доктора, получается, да? Получается, что так. Сейчас младшей дочери Инночке 2 года, а Юля учится в школе в 7 классе. Кстати, жена Светлана Васильевна тоже врач, стоматолог. Врач должен быть актером, он должен скрывать. Вот тогда вот возвращаемся к проблеме, о которой мы с вами говорили. Актер не в том плане сказать больному, как он болен или нет, а актер в том плане, что да, конечно, мы устаем, потому что мы воспринимаем чужую боль больных. Мы берем, может быть, снимаем их энергетическое напряжение, это все. Мы берем на себя. Но придя домой или общаясь с другими людьми, мы скрываем свою усталость и свое напряжение. Вот в этом плане я считаю, что врач вот, это артист. Моя рубрика в программе называется «Что человеку надо?». Вот на ваш взгляд, ваше мнение, что человеку надо? Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Вы знаете, может быть, я даже и задумывался об этом давно. Вот. И считаю я, что все-таки человеку надо на каждом этапе свое. Может быть, в детстве мы хотели быть там, врачами, артистами и так далее. Летчиками, да. Вот. Мы подрастаем, становимся врачами, летчиками, артистами. Далее следующий этап. Хорошими летчиками, хорошими артистами, хорошими врачами. Далее это может быть воспитать детей, это обязательно. Я как медик считаю, что все-таки нормальный человек должен оставить после себя ну, минимум 2 детей, которые, в общем-то, могут в дальнейшем потом продолжить традиции, династии и так далее. Вот. Ну и самое главное, я считаю, мы не должны останавливаться. Все равно, я думаю, что любой человек так устроен, что постоянно что-то надо. Я думаю, что это вот именно вот в этом заключается жизнь. Вячеслав Юрьевич занимается и научной работой. В его планах поступление в заочную аспирантуру. 1999 год, год кота, это его год. Если верить гороскопам, он должен принести ему удачу.
Домашний музей, в котором мы с вами побываем сегодня, состоит в основном из подарков. Каждый экспонат этой коллекции напоминает ее хозяйке Валентине Александровне Соловьевой о конкретном человеке или интересном событии. Вот этот мишка нам напоминает и север, и еще что-то. На нем написано «Берлин», символ города Берлина. Когда мы были в ГДР, мы присутствовали на одном торжестве, еще тогда говорили германо-советской дружбы, и один антифашист преподнес мне этого мишку с этой вот короной, и, знаете, он как будто талисман. Вот. Правда, я не беру его никуда в дорогу, но мне-то он кажется, что он как талисман. Во-первых, я этого коммуниста хорошо познала. Его звали Эрнст Арменат. Он тоже пережил годы пребывания в концлагерях, но выдержал, работал на заводе. Завод очень трудно как-то назывался. И имел уже своих молодых производственников, которые шли ему на замену. Вот. И я думаю, что человек уже был в возрасте, человек, который много пережил, который много видел, и получить из рук его вот такую мишку, конечно, было бы большой честью. Первый экспонат – девушка у источника, положивший начало коллекции сувениров, Валентина Соловьева привезла из Болгарии в 1959 году. А в этом году Валентина Александровна будет отмечать своеобразный юбилей – 40-летие своего домашнего музея. Я вот иногда не в духе бываю, подойду, там надо прибрать, там надо немножко переставить, вот посмотреть. Я снова посмотрю на эти сувениры, как будто бы я с друзьями повстречалась, и все проходит. Опять я в настроении. Вот. Ну и еще бы я хотела сказать вот об этом рыбаке. Там даже есть надпись выгравирована из Прибалтики. Моя ученица мне привозила, родители которой были репрессированы, жили в Коми Республике, потом они уехали в Каунас. И она мне оттуда прислала вот такого рыбака, который нам рыбку даже может и словить. Вот, например, так. Видите? И рыбка появилась. А вот еще эта вот розочка, она сделана из бумаги, наверное. Моя чешская подруга сказала, что наши карловарские воды лечебные имеют железо. Доказать тебе? Я говорю, докажи. Вот я тебе дарю розу, которая некоторое время была в источнике. То, что она покрыла солями железа, доказательство того, что в этих водах содержится этот элемент. Сейчас в коллекции Валентины Александровны Соловьевой более 500 сувениров. Среди них хрупкие лани с озера Балатон, ложка с интригующей надписью «Парламент» из Венгрии, оригинальные куклы, представительницы финно-угорского мира и подсвечники из Эстонии, крошечный глобус из Англии, изящные кувшины, привезенные из путешествия по Кавказу, и даже миниатюрный Нотр-Дам, естественно, сувенир из Парижа. Валентина Александровна, в вашем музее есть камешек, очень напоминающий форму сердца. Не хотите о нем рассказать? Вот я вам сейчас скажу. Действительно, этот камушек напоминает сердце. Когда мы были в Германии в 1966 году с группой, в городе Дрездене, там река Эльба протекает, и вместе с группой болгарских журналистов, стоя на берегу, искали камушки, такие, причем, которые что-то напоминают. И вот я нашла этот камушек. А когда в столовой в ресторане сказала гиду о том, что я нашла здесь свое сердце, водитель спросил и сказал, что она спросила? Гид говорит, она сказала, что нашла здесь свое сердце. А он ей на немецком, я поняла, у ней, наверное, у самой каменное сердце. Но у меня не каменное, конечно, сердце, но найти камушек в виде сердца, это было очень интересно. Вот тоже напоминает мое путешествие по Германии. Очень приятно, что такое сердечко от немецкой земли есть и в моем музее. Коллекционирование – не единственное увлечение Валентины Александровны. Она интересуется культурой и политикой, пишет статьи в газеты, ведет активную переписку с друзьями, участвует в ветеранском движении и мечтает написать книгу. Валентина Александровна, я знаю, что вы поете и даже знаете болгарский язык. Немножко знаю. Спеть? Да. Немножко, да? Одна из самых первых песен, которые я в Болгарии услышала, это было очень давно, в 1959 году. Она вот так звучит. Златные зари
рай, роза в храст, чакантеас, как то приди, без любима, без родина, где же Неско, где ты, с черной мысли, с черногорист, чакантеас, как то приди, жду тебя, только приди. Валентина Александровна, я хочу пополнить вашу коллекцию и подарить вам этого кота. Как приятно! Это кот? Это кот. У меня дома две Свистулька. кошки такие чудные, и среди них будет котик. Чудесно! Какая прелесть! Занимаем почетное место. Мы тебя повыше даже поставим. Прекрасно. Я очень рада с тобой познакомиться. Спасибо всем, кто так хорошо относится к моему такому пониманию, сбору этих вещей. Я не хочу, чтобы у меня их было слишком много. Я уже начала понимать, что становится тесно. Я немножечко притупляю уже сбор этих сувениров. Но тем не менее, что собрано раньше, оно все очень свято и все очень дорого. И когда вроде есть интерес, знаете, здоровья даже добавляется много. Становишься просто здоровее, как-то и духом, и желанием, и кого-то хочется еще видеть, познать. Одним словом, пусть это будет не музей, может быть, я не знаю. Я это называю, конечно, музеем. Мой домашний музей.